Нохчел Янгаш, Нохчел Альшдаш. Идея была, что Альшивая. Добрый день, уважаемые телезрители и слушатели нашей программы. У нас в гостях в Чеченской Республике находится делегация Ленинградской области. Я хотел бы их вам представить. Это глава Щегловского муниципального образования Всеволожского района Ленинградской области Паламарчук Юрий Анатольевич и его коллега, депутат муниципального образования Селезнев Александр Федорович. А также с нами сегодня руководитель представительства Международной организации Ассамблеи народов Евразии Кавека Руслан Романович. Уважаемые друзья, я вас очень рад видеть, я вас приветствую на нашей передаче. Юрий Анатольевич, я бы хотел бы узнать, я знаю, что вы приехали в нашу республику с очень хорошими планами, значит, у вас есть предложение по налаживанию сотрудничества социально-экономического, культурного характера. Я хотел бы, чтобы вы поделились со своими планами, рассказали цели вашего визита. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Ну и в первую очередь мне бы хотелось от многонациональной Ленинградской области передать пламенный привет жителям Республики Чечни и от имени представительства Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской области пожелать успехов, процветания и движения вперед, и только вперед. Но в первую очередь, передавая привет, я бы хотел бы лично вам, Маргарита Александрович, вручить вот от Ленинградской области такие памятные книги, которые наверняка найдут свое место в вашей библиотеке. Это повествование о Всеволожском районе Ленинградской области, который находится на дороге жизни. Спасибо большое. Да, это вот небольшая брошюрочка о городе Всеволожске. Он находится тоже на легендарной дороге жизни. Вот такие буклеты, которые маленькая память о нашей поездке. Ну и как человек, который к духовной составляющей вы имеете прямое отношение, это вот привет и от нашего духовного управления, которое находится в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Спасибо огромное. Для субъекта науки это ценный подарок. Спасибо, Юрий Анатольевич. Спасибо. На самом деле, нами было написано письмо на главу республики с предложением об расширении межмуниципальных побратимских связей между муниципалитетами Чеченской Республики и муниципалитетами Российской Федерации. В частности, речь идет о Ленинградской области. Это одна из форм народной дипломатии, которая позволяет устанавливать связи между муниципалитетами, подписывать побратимские соглашения и совместно уже, скажем, в живом порядке, согласно плана, реализовывать проекты и культурного, и духовного, и патриотического, и социально-экономического направления. Именно те проекты, которые позволяют вживую чаще друг к другу ездить в гости, глаза в глаза, от сердца к сердцу, налаживать контакты, узнавать лучше друг друга и вместе двигаться по нашей общей дороге жизни, по которой мы идем. Я не случайно оговорился про дорогу жизни, потому что Ленинградская область – это блокадный Ленинград, это дорога жизни легендарная, где погибали не только представители, жители Ленинградской области во время Великой Отечественной войны, но очень много было земляков, чеченцев, которые участвовали, защищали блокадный Ленинград мужественно и героически. Вот, и по этому поводу у нас есть целый пакет предложений патриотического направления, который мы реализуем в Ленинградской области, которые хотели бы совместно с Чеченской Республикой продолжить реализовывать. Юрий Анатольевич, я знаю, что вот в Ленинграде, когда открывалось Пискаревское кладбище, если я правильно помню, наш председатель парламента, покойный, значит, Духваха Абдурахманов, и депутатская делегация была от парламента Чеченской Республики у вас, открывали обелиск вот на этом кладбище. Мы знаем, собственно говоря, недавно узнали, вот пару лет назад, что значит, активное участие принимали вот в обороне Ленинграда, освобождение от блокадного Ленинграда, в том числе и
красноармейцы, жители, выходцы из Чеченской Республики. Есть ли какие-то планы эту память увековечить, там, значит, придать какой-то огласки, да, вот, значит, может быть, снять какой-то фильм, какую-то передачу? Есть ли у вас какие-то такие вот планы? Ну, я поделюсь теми проектами, которые у нас в настоящий момент реализуются. Значит, то мероприятие на Пискаревском кладбище, о котором вы говорите, я в нем участвовал. Я принимал участие, был во время открытия памятной таблички героям-землякам, которые защищали блокадный Ленинград. У нас сейчас в Ленинградской области в месте дислокации 136-й, она же 63-я гвардейская стрелковая дивизия, это поселок Щеглово Всеволожского района в годы Великой Отечественной войны, сейчас ведутся работы по созданию монумента памяти и славы и сквера памяти, который будет как раз увековечивать память многонационального личного состава 136-й гвардейской дивизии. И где вместе с Национально-культурной общиной Чеченской Республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области мы проводим поисковую работу и с целью в дальнейшем увековечить и национальную аллею посадить, и памятную табличку разместить. Кроме этого, большая работа ведется. Вот у нас в настоящий момент установлена такая информация о герое, снайпере чеченце, который воевал сейчас, то есть ведутся подготовительные работы по установке монумента этому герою. А дальше герой Советского Союза, летчик, который воевал в Краснознаменном Балтийском флоте в Ломоносовском районе, тоже ведутся работы по увековечиванию памяти и установке памятного монумента. То есть работа ведется большая. Национально-культурная автономия проводит огромную работу, а учитывая, что Чеченская Республика одна из динамично развивающихся субъектов Российской Федерации в настоящее время, и очень много примеров именно того, что мероприятия, даже которые проводятся на территории республики, они свидетельствуют об активной жизненной позиции республика как субъекта региона. Вот наше намерение подписывать и устанавливать побратимские соглашения как раз свидетельствует о том, что мы одно из направлений наших вот совместных действий — это вот наша общая героическая история, это победа над фашизмом, когда все вместе в одном окопе, независимо от нации, от вероисповедания, то есть защищали страну от врага. Это наша общая история, которая свидетельствует о многих вот и военных подвигах, и трудовых доблестных подвигах. Это как раз тот случай, когда в настоящее время надо более активно, более плотно завязывать контакты на именно вот этом нижнем уровне органов местного самоуправления, которое позволяет быстрее и активно реализовывать проект. Вот мы говорим о фестивале городов воинской славы «Дорога жизни». Город Грозный — это город воинской славы. Фестиваль городов воинской славы — это фестиваль творческих коллективов, которые приезжают со всех городов России и которые наверняка найдут достойную площадку для проведения в городе Грозном. А я хочу оговориться, что 2020 год — это год 75-летия Великой Победы, но 2021 год — это год 80-летия легендарной «Дороги жизни». И здесь мы можем совместными усилиями как раз отметить, что и герои-земляки, чеченцы, которые сражались скажем, у порога блокадного Ленинграда и погибали мужественно и самоотверженно, защищая этот город, и представители других национальностей вот как раз в едином таком, скажем, созидательном проекте как раз демонстрируют ту национальную идею, которую мы все время пытаемся найти. Наша национальная идея — это наше национальное, многонациональное единство. Вот наша миссия, приезд сюда — это как раз даже поучиться тому опыту, который есть в республике в настоящее непростое время, для того, чтобы вот динамично развиваться, смотреть с оптимизмом в будущее и вместе вот реализовывать проекты экономические, патриотические, культурные, и в том числе увековечивать память нашего многонационального народа-победителя. Спасибо, Юрий Анатольевич, я вам желаю успехов в этой деятельности. Юрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, мы знаем, что в вашем районе, значит, в Ленинграде, в Ленинградской области проживает много чеченцев, чеченской диаспоры. Вот как она интегрирована в вашем районе? И нам очень важно знать вот глазами ленинградцев, вашими глазами, как вы оцениваете сегодняшнюю современную Чеченскую Республику. Я имею в виду вот
социально-экономический, общественно-политический такой статус значит, нашей республики. Ну, я не случайно говорил о том, что мы приехали с предложениями, но мы приехали поучиться опыту, который есть в республике. Это активная, жизненная и политическая, и общественная позиция главы республики. Это активная, жизненная позиция тех чеченцев, которые живут за пределами республики, находятся в субъектах Российской Федерации. Я могу сказать вот за Санкт-Петербург и Ленинградскую область, также могу сказать и за Карелию, потому как национально-культурная община чеченцев, учитывая слаженные вот эти контакты, то есть люди друг друга не теряют, это первое. Второе, они занимают активную жизненную позицию в общественно-политической жизни. Проводится масса таких статусных мероприятий, которые на уровне региона, субъекта и даже на федеральный уровень выходят. Я приведу один из примеров. Псковская область, один из районов, где установлен памятник Александру Николаевичу Чеченскому. Это герой войны 1812 года. Вот, мероприятие проводится благодаря энтузиазму, активности как раз вот национально-культурной диаспоры чеченцев, которые, автономии общины, которые находят эти исторические корни вот, и закрепляет их на тех местах, где это вот происходило. Вот. Ну и плюс большая активная работа с органами местного самоуправления. По республике в 2011 году мне повезло приехать сюда и быть здесь, находиться в октябре месяце. Мы ходили вечером по приезду, гуляли по Грозному. Мы видели, что Грозный — это уже даже не тот советский Грозный, который был раньше. Это столица республики, которая действительно вот активно идет по дороге жизни, она развивается. И вот спустя 9 лет мы находимся здесь, и без ненужной лести там, и зазрения совести я могу сказать, что еще больше сделано шагов вперед по развитию. И есть очень много примеров в жизни города, в его жилищно-коммунальном хозяйстве, которые могли бы стать хорошим примером для городов и республик нашей большой и огромной страны. Есть чему поучиться. Есть чему поучиться управленцам, органам местного самоуправления, есть чему поучиться общественникам. Но и самое главное, вот этот вот оптимизм и желание развиваться и двигаться дальше. И, на мой взгляд, как руководителя евразийского представительства в Ленинградской области, на мой взгляд, и город, и Чеченская Республика может стать активной площадкой для евразийского развития, для проведения тех мероприятий евразийского масштаба, таких как вот Севастополь, такие как Ленинградская область, такие как Уфа, Башкортостан, такие как Свердловск. И я уверен на 100%, Грозный может даже еще немножко дать фору представительством на перспективу. Да, Юрий Анатольевич, да, я вот как раз хотел сказать, это был мой следующий вопрос. Вы являетесь руководителем представительства Международной организации Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской области. И мы, когда вчера в эти дни общались с вами, вы говорили такую симпатичную идею, что нужно, что Чечня, Грозный мог бы стать тоже одним из активных центров евразийского пространства, да, что вот, не только, вот, скажем, Северокавказского региона или там России, хотя для нас это тоже очень важно, что сегодня Чеченская Республика является действительно одним из центров культурной жизни, гуманитарной жизни России. И последние годы в Чеченской Республике проходит очень много конференций, фестивалей международного уровня, общероссийского уровня. Вот я хотел бы, чтобы вы еще раз проговорили эту вашу идею. Я понимаю, что это пока идея, но это, я думаю, очень перспективная идея. Идея, чтобы Грозный стал одним из таких центров евразийского пространства. Поделитесь, пожалуйста, вашими идеями. Ну, в планах и стратегии руководства Международного союза, неправительственной организации Ассамблеи народов Евразии, есть необходимость в субъектах Российской Федерации развития деятельности представительств. И вот благодаря нашему коллеге из Севастополя, когда мы проводили мероприятие в августе месяце в городе Севастополе, посвященное 75-летию Великой Победы, там этот вопрос тоже проговаривался, о необходимости именно развития в регионах, и небольшое значение уделялось тому, что вот именно Северокавказский округ, именно город воинской славы Грозный, именно Чеченская Республика с ее уже богатым потенциалом общественно-политической жизни,
должна и может стать этой площадкой, которая станет образцом для подражания для других республик Северокавказского региона, их 7, допустим, да, которые могут взять тот пример и развивать евразийское сотрудничество, потому что даже все эти неприятности в виде пандемии ковидов рано или поздно закончатся. Россия — это большая, огромная страна, которая занимает не только географическое положение на земном шаре, но и активную позицию и в евразийском пространстве. И, на мой взгляд, Чеченская республика с ее потенциалом могла бы стать одним из авангардных направлений по работе с представителями странами евразийского сообщества не только на Востоке, но и на Западе, и Европа в том числе. Потому что, к сожалению, иногда средства массовой информации подают некорректные события, которые происходят в республике. И мы зачастую очень много негатива видим на телеканалах, рассказах о республике. Это понимают те люди, которые знают и приезжают в республику, они видят ситуацию изнутри. А для того, чтобы динамично двигаться вместе, мне кажется, надо лучше друг друга знать, больше знать, вместе делать общие дела, хорошие, нужные. И тогда вот недостаточно информации у нас, поэтому межмуниципальное побратимское сотрудничество, евразийское сотрудничество совместное даст возможность обмениваться активной информацией, положительной, нужной, которая действительно дает нам залог на успех, на перспективу. Поэтому я, вот как руководитель представительства в Ленинградской области и коллега из Севастополя, как руководитель Севастопольского, он тоже меня поддержит, что именно здесь, в республике, есть потенциал, есть серьезный потенциал именно евразийского сотрудничества. И я думаю, что руководство ассамблеи, имея в планах и в стратегии развития представительства, очень внимательно к этому отнесется, и, я думаю, будет реализована эта перспектива. Спасибо, Юрий Анатольевич. Для понимания, чтобы зрители понимали, когда мы говорим с вами о евразийском сотрудничестве, мы имеем в виду страны, входящие в ШОС, это страны СНГ, по-моему, в том числе и Китай. Я правильно понимаю? Абсолютно верно. Дело в том, что в настоящий момент более 60 стран евразийского пространства входит в Международный союз неправительственных организаций, Ассамблея народов Евразии. Кроме этого, ведется огромная работа по линии, скажем, совместного сотрудничества с странами Африки и Азии, которые еще не вошли. Поэтому я думаю, что перспектива развития Международного союза, она достаточно серьезная. И очень, я вот подчеркиваю, что очень важную роль в этой работе и в сотрудничестве играют регионы, которые динамично развиваются и которые дают хорошие результаты. Вот и Чеченская республика — это один из регионов, который действительно мог бы занять очень активную позицию в этом направлении. Юрий Анатольевич, вот возвращаясь к вашему основному цель визита, это подписание муниципальных соглашений о сотрудничестве. Вот вы говорили о целом блоке, это культурное направление, патриотика, это другие важные моменты межрегионального сотрудничества. А вот в этой большой работе, в этом сотрудничестве предполагается торгово-экономические какие-то соглашения, развитие этого направления предполагается в рамках этого соглашения? Дело в том, что мы же говорим о комплексе. То есть межмуниципальное побратимское соглашение — это старый добрый велосипед, когда раньше были просто города-побратимы. Но речь шла о городах, которые, большие города. Там, я не говорю миллионники. Большие города, которые подписывали между собой соглашения, и одна из связующих ниточек этих соглашений — это как раз были экономические отношения, которые позволяли развиваться. Сейчас мы говорим о межмуниципальном побратимском соглашении, которое в эту историю подтягивает в хорошем этом смысле муниципалитеты более, скажем, меньшего порядка, но это как раз органы местного самоуправления. Ну и, разумеется, кроме культурных, духовных, туристических моментов, здесь большую роль играют как раз экономические отношения, которые позволяют работать по линии отечественного товаропроизводителя. В каждом регионе есть свои особенности, есть своя продукция, которая регион может поделиться с другим регионом. И вот эти межмуниципальные отношения позволяют наладить эти дорожки, когда продукты из республики
Чеченской могут попадать на стол Ленинградской области, Республики Карелии, Мурманской области, северо-запад. В данной ситуации это тот случай, когда как раз это позволяет на нижнем уровне устанавливать вот эти необходимые экономические связи. Спасибо. Анатольевич, спасибо. Давайте движемся дальше. Теперь мы дадим слово Селезневу Александру Федоровичу. Александр Федорович, вот в продолжение нашей темы и то, что говорил уважаемый Юрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, какие бы вы еще видели формы сотрудничества, какие можно развивать межмуниципальные сотрудничества и в каких формах? Как уже говорил Юрий Анатольевич, то есть нам интересно, когда мы подписываем вот эти соглашения между муниципалитетами, то можно, например, также отправлять ребят Чеченской Республики к нам выступать на соревнованиях, отправлять студентов, молодежь еще какую-то, с Санкт-Петербурга, с Севастополя, с Крыма, также что-то делать совместное, интересное. Например, также можно отправлять в лагеря детей с Севастополя, например, в Чеченскую Республику, с Чеченской Республики в Севастополь, также в Санкт-Петербург. Вот. Что еще добавить можно? Ну и также, да, конечно, интересно также устраивать какие-то экономические форумы, чтобы продукцию, как говорил Юрий Анатольевич, из Санкт-Петербурга что-то интересное отправлять в Чеченскую Республику, из Чеченской Республики также отправлять в Санкт-Петербург, Ленинградскую область, из Севастополя, из Крыма. Спасибо, Александр Федорович. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы бываете в Чечне, у вас есть друзья чеченцы, значит, вы давно дружите. Я хотел бы узнать, как, на ваш взгляд, вот глазами гостя, для нас это очень важно, как меняется вот наша Чеченская Республика, значит, как вы ее воспринимаете с точки зрения вот такого актора общественно-политической жизни России? В Чеченской Республике, да, я уже часто бываю, с чеченами дружу на протяжении 30 лет. Ну, да, как говорил Юрий Анатольевич, республика развивается, дороги строятся, дома строятся. Просто так же, как говорил Юрий Анатольевич, много россиян не знают, что тут на самом деле происходит, что здесь безопасно, наверное, безопаснее, чем во Всеволожском районе Ленинградской области, самое безопасное место в России. Поэтому только хочу сказать, что мне нравится сюда приезжать. Спасибо, Александр Ильич, спасибо. Для нас очень важно услышать такие оценки. Я думаю, что сегодня, наверное, уже созрел этап уже такого межмуниципального, межрегионального сотрудничества и на таких каких-то очень серьезных идеях, платформах, чтобы мы могли друг к другу ездить, развивать туризм, развивать отношения. Руслан Романович, я вас снова приветствую в Чеченской Республике. Вы очень активно дружите с нашей республикой, активно участвуете в общественной жизни, культурной жизни республики. Вы участник нашего межрегионального проекта молодежного сотрудничества молодежи России. Вы приезжали в 2018 году, выступали перед нашими студентами, посадили несколько деревьев в Чеченской Республике. Я знаю, что у вас корни из Чечни. Вот, поэтому я понимаю, как сказать, ваше желание жить и налаживать такие вот отношения. Значит, скажите, пожалуйста, какие у вас есть еще вот, планы по взаимодействию, сотрудничеству с Чеченской Республикой? Во-первых, разрешите поблагодарить лично вас, Магомед Исаевич, за то, что с первых шагов на моей родине, в Грозном, это шаги были вместе с вами. Я помню, это было в 2017 году, в июне месяце, когда вы мне показывали мою родину. То есть это в 2017 году меня нашли родственники, можно так сказать. И с 2017 года я по праву могу сказать, да, я чеченец. Вот, так получилось, что 50 с лишним лет я родился в Казахстане, рос, учился в Прибалтике, отчим у меня литовец. Но вот такая вот тем интересная жизнь своими вот этими поворотами. И после этого, конечно, естественно, я стал задумываться, что я постоянно был как-то, да, я в России, все, но с чем я могу помочь?
Как известно, в 2016 году у нас произошли такие значимые события для нашей Родины. Это Севастополь, Крым, как говорят, вернулся в свою гавань, то есть в Россию. Вот. Мы этого долго добивались, ждали, потому что, ну, как говорят, из песни слов не выкинешь. Севастополь – это город русских моряков, вот, и поэтому мы жили постоянно этим. Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, что вот за его это волевое такое решение, когда в 90-х годах нас просто как пишут и говорят, что как мешок картошки наш передали Украине, но потом вот этим волевым решением нас приняли. И вот начиная с 2014 года, в 2015 году, естественно, у нас заработала Севастопольская, я еще являюсь председателем Совета Севастопольского регионального отделения Ассамблеи народов России. Вот. Это организация уважаемая в России, ей в этом году исполнилось 21 год. Она живет под лозунгом «Дружба народов, единство России». У нас в России около 193 национальностей, говорящих на 277 языках, наречиях. То есть это многонациональная такая страна. И, естественно, у нас в Севастополе это около 103 национальностей. Вот. Ассамблея вошла с тем, чтобы помочь интегрироваться национально-культурным общинам, интегрироваться именно в российское пространство, познакомить с теми национальными проектами. В России это основополагающий документ стратегии национальной политики. И, как известно, Ассамблея была создана в 1998 году как основной механизм по реализации стратегии национальной политики. И я хочу поблагодарить также своих коллег за то, что все, что мы проводим в Севастополе, все, что проводим в Севастополе и в Крыму, у меня сразу срабатывает же мысль, а как это можно задействовать на моей родине? В Чеченской Республике, так, как вы знаете, вот в 2018 году в рамках проекта Евразийской школы у нас было открытие, где вы участвовали, принимали активное участие. С ответным визитом мы приехали сюда, тоже участвовали. В феврале месяце у нас была обширная делегация Севастополя во главе с депутатом законодательного собрания, где тоже были и руководители муниципалитетов. Подписали, Балаклавский район подписал договор о сотрудничестве с Курчелоем. Курчелой – это моя вотчина, это оттуда вышел род. И я очень благодарен Али Абдулаеву, который мне рассказал историю, показал это все воочию. Вот. Плюс мы подписали, наш филиал МГУ Севастопольский подписал договор о сотрудничестве с Чеченским государственным университетом. То есть обширно мы так провели мероприятие. Потом, как знаете, недавно обратно же сюда мы приезжали с нашим коллегой, это Закиром Алыбергеновым, который возглавляет узбекскую общину Свердловской области, является членом Совета при губернаторе по национальности. Тоже переговорили о взаимодействии, и в результате этого взаимодействия мы налаживаем сотрудничество с Республикой Узбекистан, вот именно Узбекистан и Чеченская Республика, что очень отрадно. И вот сегодня мы приехали с ленинградцами. Мы не могли пройти мимо такой даты. Вот здесь вот Паламарчук Юрий уже сказал, что это в этом году 75 лет нашей победы. И у вас такой вопрос был, а как увековечивание, значит, чеченцев, те, которые воевали за Ленинградскую область и так далее и тому подобное. Вы знаете, хотя вот мы самые молодые, наверное, такое отделение в России, но мы уже к этому сделали первые шаги. Год назад, 30 октября, нами был поставлен памятник 345-й стрелковой дивизии. Эта дивизия создавалась в Дагестане, но там было 13% чеченцев. Эта дивизия полностью полегла под Севастополем, под Инкерманом. Она прекратила там же свое существование. То есть люди до конца боролись, и эта дивизия была национальная. Там около 30% люди славянской национальности, 7% дагестанцев. Ну, то есть вот так вот. И мы, мало того, что мы поставили этот памятник, сейчас, когда у нас появились так называемые рабочие мигранты, приезжают и на виноградники, в первую очередь мы собираем около этого памятника, чтобы люди дали дань вот именно тем народам, которые полегли, защищая свою родину, защищая нашу... Тогда, на тот момент, это был Советский Союз. Поэтому никто еще никогда, когда после разговоров я говорю, вы знаете, вот мы подписали соглашение, мы поговорили, а давайте теперь это то же самое сделаем, допустим, в Чеченской Республике. Никто даже не сказал, у всех такая заинтересованность.
с удовольствием сюда приезжает. И даже у нас был буквально разговор с моим коллегой из Ленинградской области месяца 2 назад, по-моему, где-то вот был такой разговор, и смотрите, и мы уже здесь, готовы сотрудничать, подписывать, то есть процесс работы идет. Руслан Романович, позвольте мне вас лично поблагодарить за ту работу, которую вы делаете. Вы все проекты пытаетесь завязать на Чеченской Республике. Все, что делает Руслан Романович, все, что он может, как говорится, своей общественной деятельности, там, иной деятельности, да, делать, он постоянно думает о своей родине, у него корни в Чечне, и постоянно предлагает эти проекты, затягивает. И, собственно говоря, Юрий Анатольевич, ваш визит тоже во многом благодаря Руслану Романовичу, который вас нацелил, постоянно говорил о Чечне, хотя вы давно тоже дружите с нами, но тем не менее Руслан Романович пытается все вот, кстати, свои проекты, все свои начинания, какие-то хорошие идеи скоммуницировать, направить на Чеченскую Республику с тем, чтобы дать какой-то, как бы, как сын Чечни, какой-то свой вклад сделать в развитие Чеченской Республики. Руслан Романович, я вас очень благодарю, спасибо вам огромное. Спасибо. И я в полной мере буду чувствовать свое такое немножко удовлетворение маленькое. И если наш приезд сейчас, мы как-никак 2 руководителя Международного союза неправительственных организаций, Ассамблеи народов России, которая молодая, создавалась только, она недавно создалась, в 2017 году. Ассамблея народов Евразии. Евразии, Да, я говорю о да, Евразии, да. да. Ассамблея России в 98-м, Евразии. Если здесь у нас откроется представительство Ассамблеи Евразии, и, как правильно сказал мой коллега, чтобы интегрировать это в евразийское пространство, у нас много друзей, но, к сожалению, ковид помешал. Это у нас и Франция, и Словакия, Литва, Латвия. Вот когда мы проводили мероприятия, мы проходили в онлайн-режиме. То есть и хочется, чтобы вот эти все друзья, которые с нами дружили, также были на этой активной площадке под названием «Грозный». Наш глава Чеченской Республики Рабзан Ахматович делает многое для развития межнациональных отношений, конфессиональных, в том числе межрегиональных. В своих выступлениях, в своих визитах субъекта Российской Федерации он призывает, значит, людей к тому, чтобы мы развивали сотрудничество, к тому, чтобы специалисты, необходимые для экономики Чеченской Республики и культурной, гуманитарной сферы, приезжали в нашу республику. И многие, как вы понимаете, отозвались. Сегодня в нашу республику приехали специалисты в области образования, науки. Они у нас преподают в наших вузах. Есть много специалистов, которые активно участвуют в развитии экономической сферы. Соответственно, это направление очень важно для нашей республики. Скажите, пожалуйста, вот, во-первых, я хочу вас поблагодарить за такую активность, которую мы чувствуем, да, с вашей стороны, заинтересованность развивать межмуниципальные связи. Вы постоянно на связи, аккумулируете очень много интересных идей. Какие надежды вы возлагаете на вот это межмуниципальное сотрудничество? Спасибо большое. Я еще раз хочу поблагодарить за возможность не просто здесь быть, но еще и предлагать те проекты, которые могут быть совместно реализованы. Как уже было сегодня здесь сказано, знаете, Александр Федорович сказал, у меня много друзей чеченцев, с которыми я дружу 30 лет. У меня тоже много друзей чеченцев. И мой младший сын при разговоре со мной, который тоже дружит с друзьями, с детьми моих друзей чеченцев, он говорит о том, что он с глубоким и уважением относится к главе республики, к Рамзану Ахматовичу Кадырову. Это говорит сын, живущий в Ленинградской области, который никогда не был в республике Чечня. То есть та информация, которая положительная о республике, она доходит не только до нас, но доходит до наших детей. Может быть, не в том объеме, в котором бы хотелось бы. Я считаю, что, в общем-то, уже задел сделан, поэтому это, наверное, одна из мотиваций, которая говорит о том, что мы видим перспективу развития и межмуниципального сотрудничества, и евразийского сотрудничества в этой республике, потому что республика динамично развивается. И благодаря активной позиции главы республики, благодаря активной позиции жителей республики, несмотря на шквал вот этой негативной информации, которая идет в СМИ, наша задача, вот тех, кто живет в других регионах, как раз сделать все необходимое для того, чтобы говорили больше положительного и о республике, и о главе республики. И я думаю, что совместными усилиями мы реализуем все задуманные проекты.
И аллея чеченских героев, погибших под Ленинградом, будет посажена у дороги жизни. И памятный монумент мы поставим, сделаем. И обязательно в городе Грозном, я думаю, общими усилиями мы проведем фестиваль искусств городов воинской славы под названием «Дорога жизни». Я думаю, и жители республики, и глава республики с вниманием отнесутся к таким предложениям. Но самое главное, приехав сюда, мы оставляем частичку своего сердца, своей души здесь и берем с собой тот положительный задел, ту мотивацию, которая позволит нам совместными усилиями двигаться вперед, развиваться. Республике хочется пожелать только, не сбавляя темпов, двигаться в намеченном правильном направлении к развитию, ну и как быть всегда хорошим образцом для подражания для других регионов. Спасибо, еще раз огромное спасибо всем тем, кто нас встретил гостеприимно, кто нас принял, кто тратит на нас время и энергию, и я думаю, что мы в данной ситуации замотивированы больше сделать положительного для республики. Ну что ж, спасибо, Юрий Анатольевич, спасибо, друзья, коллеги. Я вас благодарю, что вы приехали в Чеченскую республику. Благодарю за то, что приняли участие в моей передаче. Я желаю вам успеха. Я желаю вам все ваши, чтобы осуществились все ваши планы, задумки, которые направлены на позитив, на развитие, на сотрудничество. И хотел бы еще пожелать вам мира, крепкого здоровья и благополучия. Вам и вашим домам. Спасибо. Спасибо. Взаимно. Спасибо.